Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает 5-й зимний фестиваль, посвященный 150-летию выдающегося композитора, пианиста, дирижера, общественного деятеля Сергея Васильевича Рахманинова. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю министра культуры Республики Башкортостан Наталье Михайловне Лапшиной. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители и ценители классической симфонической музыки. Завершается год 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова, и наш замечательный оркестр сегодня по традиции 1 декабря открывает и начинает удивительный проект – зимний фестиваль. И он уже 5-й по счету. Наш оркестр, которым мы по праву гордимся, в последние годы занял ведущие позиции не только в нашей республике, в нашем федеральном округе, но и занимает самые высокие места и оценки и стал ведущим коллективом нашей страны, России. Давайте поаплодируем нашему оркестру. Это действительно так, и наш оркестр пользуется очень большой личной поддержкой главы республики. В этом году появилось много новых проектов, и, наверное, зрители запомнили осенний фестиваль «Романтика осени», который также будет традиционный и будет проходить у нас ежегодно в начале сентября на Советской площади. Но оркестр ведет действительно очень активную творческую жизнь, и их число гастролей исчисляется несколькими десятками за год. Они очень активно гастролируют, и это не только города всей нашей страны, России, это и Москва, и Санкт-Петербург. Не менее 3-4 концертов в этих столицах дает наш симфонический оркестр. Они выступают с лучшими ведущими артистами нашей страны. Это Денис Мацуев, это Владимир Овчинников, который будет участником нашего фестиваля в этом году. Ну а в прошлом году наш оркестр открывал сезон Московской филармонии. И это достойно отдельных аплодисментов. Мы гордимся нашим коллективом, и сегодня я с большой и ответственной миссией сообщить очень хорошую, прекрасную новость. Сегодня, 1 декабря, в день открытия фестиваля, подписано распоряжение правительства о присвоении нашему оркестру звания «Академический». Итак, на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан. Генеральный директор Артур Назиуллин. Я поздравляю и от всей души желаю успехов, удачи, взлетов, новых побед, большого вдохновения и прекрасной музыки, которая называется культурным наследием, культурным достоянием. Вот сегодня вы будете играть Рахманинова, и это один из столпов музыкальных, именно в том числе благодаря нему музыкальную культуру в мире знают и любят. Спасибо. Спасибо огромное, Наталья Михайловна. Прям, вы знаете, сегодня день праздников, потому что действительно мы сегодня открываем наш фестиваль. Вот Наталья Михайловна уже сказала, какие ярчайшие солисты будут в 4 вечерах фестиваля с 1 по 28 декабря. И я-то сегодня вышел на сцену не только поприветствовать всех наших дорогих гостей и оркестр «Открыть фестиваль», но и рассказать просто про
умопомрачительную для нас новость, но вы сейчас просто убили нас всех. Вот мы этого, я честно, лично я этого не ожидал про академический статус. Это огромная честь. Большая благодарность, конечно же, главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу, министру культуры Амине Евгеньевне, вам, Наталья Михайловна. Ну, коллеги, это ваша заслуга, поэтому браво нашему оркестру, нашему маэстро Дмитрию Крюкову. Это абсолютная правда. Если вы позволите, 2 минуты, я просто готовился, естественно. Сегодня в Санкт-Петербурге, Наталья Михайловна, уважаемые друзья, прошла церемония награждения премии, большой симфонической премии 440 Гц. Это одна из ведущих премий для симфонических оркестров России. И в этом году оркестры от Мурманска до Якутска, а их было 35, подали свои заявки, в том числе, конечно же, и Национальный симфонический оркестр, как соискатели премии для лучших трансляций и записей симфонических оркестров России. И в этом году 3 лауреатских премии получил наш оркестр. Это колоссальная заслуга, такого не было в нашей истории. Спасибо большое, я обязан просто это озвучить, потому что первое лауреатство, которое называется номинация «Открытие», и получила запись 8-й симфонии Антона Брукнера под управлением маэстро Крюкова. Браво! Вторая номинация с лауреатством – это солисты оркестра за исполнение Шахерезады симфонической сюиты на открытии 101-го сезона Московской филармонии. И лично были поощрены солисты оркестра Ксения Мороз – флейта, Забир Хажеев – флейта пикколо. Коллеги, вы вставайте, это вам аплодисменты. Руслан Валеев – кларнет, Ильнас Фарухшин – фагот, Татьяна Вискунова у нас во 2-м отделении, английский рожок, Марат Валеев – труба, Ренат Нурисламов – 2-й тромбон, это вот Аяз Нухов – виолончель. Вот. Это 2-я номинация. И 3-е лауреатство в номинации «Концертмейстер оркестра». Из всех заявок получил наш концертмейстер Ильшат Муслимов. Коллеги, и еще одна приятная новость. Благодаря поддержке Министерства культуры и национального проекта «Культура» сегодня мы презентуем виртуальный концертный зал. Вы знаете, та многомиллионная аудитория поклонников высокой музыки, которая есть у Национального симфонического оркестра, сегодня благодаря поддержке федеральной и республиканской получила новое оборудование, и наши трансляции будут еще более качественными. Поэтому вот сегодня мы презентуем концертный зал, и 20 муниципалитетов подключились сейчас к нашей трансляции, плюс к тем, кто нас традиционно смотрит, и мы их, конечно же, давайте всех поприветствуем. В общем, дорогие друзья, пора начинать концерт. Всем хорошего фестиваля. Спасибо, Наталья Михайловна, за хорошую новость. И передаю слово нашему дорогому маэстро Дмитрию Крюкову. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Как вы знаете, как уже было сказано, наш фестиваль посвящен, как и весь 2023 культурный год в России, творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова. И вы знаете, существует такое неправильное мнение, что у Рахманинова какие-то произведения лучше, скажем, потому что они более часто исполняются, а какие-то хуже. И вот наш фестиваль, наши 4 концерта выстроены таким образом, что действительно, если говорить с точки зрения статистики, в каждом концерте абсолютный шлягер и менее часто исполняемые, немножко менее часто исполняемые сочинения. Но, конечно, вся музыка Рахманинова, его 45 пронумерованных сочинений и не пронумерованные произведения, это музыка абсолютно библейского масштаба. Это все равно, что мы знаем какие-то притчи лучше, какие-то хуже, но это не значит, что они могут открыть в нас меньшие, чем более известные притчи, так же, как и более известная музыка. Поэтому все симфонии, все фортепианные концерты будут исполнены на нашем фестивале, и в каждом
каждый человек может бесконечно черпать новые и новые вдохновения. Открывает наш сегодняшний вечер знаменитейшее сочинение Рахманинова, его третий фортепианный концерт. Он написал его в расцвете сил в 36 лет, и, безусловно, это сочинение является абсолютной вершиной развития всего мирового фортепианного искусства. По ясности, стройности замысла, безупречному равновесию всех художественных элементов третий концерт можно сравнить разве что со вторым фортепианным концертом же Рахманинова. Однако по глубине лирики, по невероятному трагизму, по своему масштабу это сочинение стоит еще на более высоком уровне, и гений Рахманинова, конечно, восходит здесь во всей своей полноте. Вот цитата после ошеломительной премьеры. Один из критиков пишет: «Кто знает рахманиновскую лирику, кто привык к его манере вести мелодию, кто помнит его широкое, ясное фортепианное письмо, тот сразу найдет все знакомые черты рахманиновского творчества в третьем концерте и с радостью убедится, что талант композитора также свеж, ясен, как он был свеж и ясен в лучших вещах Рахманинова». Однако, конечно, Рахманинов не копировал сам себя, как я уже сказал, лирика становится бесконечно глубокой и утонченной, и в целом это сочинение требует от нас максимально углубленного прослушивания, чтобы постичь всю глубину и красоту этих художественных образов. Если во втором фортепианном концерте Рахманинов стремился к определенному слиянию партий рояля и оркестра, периодически даже отдавая оркестру предпочтение с точки зрения ведения мелодического материала, то в третьем концерте абсолютное господство отдано солисту. До абсолютного предела доходит мелкая техника искусства аккордовых наслоений, и в целом вершины достигает то, что принято называть монументальным фортепианным симфонизмом Рахманинова, потому что, безусловно, как и великие симфонии, это сочинение в первую очередь призвано дать нам возможность услышать ответы на фундаментальные вопросы о смысле существования всего мироздания. Итак, на сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, Сергей Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром номер 3 в 3 частях. Просьба для более глубокого постижения образов не аплодировать между частями. Солист, заслуженный артист Российской Федерации Александр Гиндин.
несколько слов. ВР – это Василий Рахманинов. Василий Рахманинов – это папа Сергея Васильевича Рахманинова, который немножко играл на рояле, ну совсем немножко, и любил играть одну польку, которую на самом деле сочинил совсем даже не Рахманинов, а сочинил его немецкий композитор по фамилии Берр. И вот эта полька Берра, он был автор сотен полек, она опус 808, она называется «Смеющаяся голубка». Вот. Но Василий Рахманинов упорно скрывал, что это сочинил кто-то еще, он говорил, что это он сам сочинил. Вот. И, собственно, судя по всему, у Сергея Васильевича так это в памяти осталось, что это мелодия его папы. Что, в принципе, не важно, потому что он из этого сделал абсолютно самостоятельную, очень виртуозную, очень классную пьесу, и назвал ее «Полька Василия Рахманинова».
но который все считают, что он ее написал, и мы не будем с этим спорить. В 1907 году, летом, семья Рахманиновых снимала дом все лето в Италии, около Флоренции. Кстати, несколькими десятилетиями раньше там жил Петр Ильич Чайковский, там была написана «Пиковая дама». Так вот, они жили там, и каждое утро мимо их дома проходила маленькая такая группа бродячих цирковых артистов, у одного из которых была шарманка, которая все время одну эту историю целый месяц играла. Как вы понимаете, Сергей Васильевич ее запомнил. Вот, и записал. И когда приехал в Россию, вернулся, он ее показал своему другу, старшему коллеге Александру Зелоти, вот, и он ее, в общем, даже издал под названием, сейчас скажу какой. Вот, потом Рахманинов сделал чудесную совершенно транскрипцию в 4 руки, и они с женой его всю жизнь играли с огромным удовольствием. Но зелотевская транскрипция, точнее даже не транскрипция, а просто то, собственно, что было записано Рахманиновым, она везде фигурирует под именем Сергея Васильевича Рахманинова и называется «Итальянская полька». Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Во втором отделении нашего концертного вечера будет исполнено великое сочинение Сергея Рахманинова, совершенно пророческое, но произведению которого была очень трагическая судьба. Это его первая симфония. Написал он ее примерно в возрасте 22-23 лет. В 1895 году закончил. На тот момент Рахманинов был довольно известным молодым композитором, подающим колоссальные надежды. Например, уже прошла премьера его оперы «Олеко», которую сам Чайковский предложил, на тот момент вершина мирового искусства, Петр Ильич предложил Рахманинову в один вечер с его Иолантой, чтобы прошло «Олеко». Был автором первого фортепианного концерта «Цыганского капричо», и вот он взялся за написание симфонии, замысел, который очень долго вынашивал. И к этому событию готовилась вся музыкальная общественность, ожидали как чего-то невероятного, потому что надежду он подавал колоссальную, как я уже сказал. Был римский Корсаков, Танеев, вся музыкальная общественность, и симфония с треском провалилась. Вот что пишет один из музыкальных критиков. Симфония потерпела сокрушительный провал. Крупнейшее симфоническое произведение, несомненно обогащавшее русскую симфоническую литературу, было не понято, недооценено, грубо отвергнуто. Существует несколько причин, почему так произошло. Во-первых, очень плохая подготовка оркестра и дирижера. Этому масса свидетельств. То есть это было, вот я сейчас дальше зачитаю, впечатление неряшливого проигрывания. Во-вторых, в этом концерте исполнялось сразу 3 новых сочинения, что тоже нагружает в какой-то степени внимание, если это новая музыка, ранее не исполненная. И, конечно, как считается, плохая инструментовка. Что такое инструментовка, если обычным языком? То есть распределение звуков, распределение мелодий между инструментами оркестра. Рахманинов еще не был настолько опытным композитором, чтобы в совершенстве владеть оркестром. И вот продолжает этот музыкальный критик. «Живой свидетель события, присутствовавший на генеральной репетиции и концерте, я удостоверяю, что исполнение симфонии было сырое, недодуманное, недоработанное, производило впечатление неряшливого проигрывания, а не осуществления определенного художественного замысла, которого у дирижера и не было». Конечно, Рахманинов был абсолютно шокирован. Как известно, он 3 года после этого ничего не писал, а вот выходом из кризиса стал второй фортепианный концерт. Сегодня, конечно, обычный человек, воспитанный в русле массовой культуры, может задать такой вопрос: ну а что такого, собственно? Симфония, провалилась, что здесь может быть такого особенного? Тут необходимо понимать, что написание такой симфонии, то, что в нее вкладывает человек, это не создание альбома современных песен, это не создание камерной музыки, профессиональной, или даже концертов с оркестром. Я недаром провожу параллели всегда с Библией, потому что они абсолютно прямые. Когда человек пишет такую симфонию вот в процессе создания, для него это как бы последнее высказывание в жизни, призванное полностью сломить ход истории. Тоже кто-то может сказать, зачем я преувеличиваю. Но если вы вспомните, как устанавливались религии, столетия требовались, прежде чем всерьез было воспринято что-то, что говорили великие люди, святые, пророки и так далее. Так тоже можно сказать. Что такое, какой-то пророк там что-то сказал, какая разница? Но спустя столетия эти вещи определяют полностью строение общества и фундамент нашей духовности. И, конечно, Рахманинов, когда писал это, он не думал о том, вот я сейчас закончил консерваторию, что делать дальше, дом, семья, где абсолютно полное внимание на 100%, а не на 99% заложено в идее сказать нечто, последнее слово, предречь какие-то события. И, безусловно, парадокс-то в том, ему это удалось. С музыкальной точки зрения это творение стоит на одном уровне с симфонией Малера, с симфониями Малера, с 6-й симфонией Чайковского. Просто Рахманинов не был достаточно опытным, чтобы довести его, как говорится, до ума. Вот что пишет сам композитор, так довольно поверхностно об этом, то есть настолько сильное было потрясение. Теперь про симфонию опус 13, Рахманинов говорит. Что сказать тебе про нее? Сочинена в 95 году, исполнялась в 97-м. Провалилась, что, впрочем, ничего не доказывает. Проваливались хорошие вещи неоднократно, а еще чаще плохие нравились. До исполнения симфонии был о ней преувеличенно высокого мнения. После первого прослушивания мнение изменил. Правда, как мне уже теперь кажется, была на середине. Там есть кое-где недурная
земная музыка, но есть и много слабого, детского, натянутого, выспренного. Симфония, сам автор говорит, очень плохо инструментована и также плохо исполнялась. После этой симфонии не писал ничего около 3 лет, был подобен человеку, которого хватил удар, и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки. Симфонию не покажу, и в завещании наложу запрет на смотрины. И действительно, и поразительно, что это титаническое сочинение, предрекшее, подобно симфониям Малера, катастрофы 20 века, действительно было под запретом. Оно было восстановлено по голосам оркестровым, потому что партитуру Рахманинов полностью уничтожен. И после Второй мировой войны в 1945 году она была исполнена. И вот только тогда был понят смысл этой великой партитуры, этого великого сочинения. Супруга Рахманинова говорила, что композитор избрал для этой симфонии библейский эпиграф «Мне отмщение и аз воздам». Эти строки говорят о неизбежной каре за неправедную жизнь. Вот таков основной посыл Рахманинова в этой музыке. Для этой симфонии с ее монументальнейшими 1 и 4 частями, финал симфонии — это вообще самое монументальное, что Рахманинов написал, так получилось. С ее разрывающими душу от красоты и от боли 2 и 3 частями характерно постоянное переплетение тонкой, глубочайшей, обнажающей наше сердце лирики и мощнейшей, эпической, во многом даже инфернальной музыки. Это какой-то определенный призыв, устремление в будущее. Вот на рубеже 19 и 20 веков, как известно, в искусстве, само собой, эта тема фигурировала конца какой-то эпохи, начала чего-то нового. Ну и, конечно, в духовно-религиозных известных концепциях было ощущение, что какой-то период заканчивался. И вот Рахманинов, безусловно, на интуитивном уровне в этой музыке все это почувствовал и ухватил. И вот потребовалось 50 лет, прежде чем она была понята, и вот сегодня она исполняется в таком виде. Конечно, эта симфония является чем-то гораздо большим, чем музыка, и при большом, глубоком в нее погружении, это всегда подобно восхождению на гору, эта симфония может стать маяком, ориентиром во всей нашей жизни. Итак, на сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, Сергей Рахманинов, симфония номер 1 в 4 частях. Убедительная просьба не аплодировать между частями произведения. Большое спасибо.
Дорогие друзья, мы благодарим всех за теплый прием. Ждем вас на продолжении нашего фестиваля. 12 декабря здесь будет исполнена 2-я симфония Рахманинова, и первый фортепианный концерт сыграет народный артист России, выдающийся пианист Владимир Овчинников. До скорой встречи!